Хоть издалека уткой полюбуемся. 100 метров. Чего не улетает? Вот я увидел эту одинокую утку. Для нас это супер концентрация. Думаю, дай посижу. Ну, первая мысль, надо замаскироваться. Защитку сделал в тени. Через 5 минут стал дрожать всеми фибрами души. Студеный северный ветер продувает за милую душу. А тут солнце выглядывает. Вышел в открытую. Думаю, хоть не замерзну. Блин, как в мороз защитку делать? Тут печку рядом надо ставить. Через 5-10 минут околевать начинаешь. В наглую средь бела дня бобер проплыл. Нафиг он нужен, блин, утку давай. Солнце сквозь дымку. Солнце, конечно, не крутое, но блестки дает. И легкое тепло. Замерз. Нафиг. Иду греться. Валерий, ответь. Да. Я пошел домой, минут через 50 думаю быть. Чего варить? Гречневую кашу с маслом. Хорошо. Все. Ну, Валерий Батькович, на утренней заре не хотят попадаться, схожу на вечернюю. Ну, пошли. Ну, марафет навели. Ждем. Тишина. Интересно, это к морозу или наоборот? Мое поле труда. Кто-то от реки кричит. Неужто Вася приехал? Тишина. Сплавать, что ли? На всякий пожарный. Вообще-то он дорогу знает. Он и кругаля может прийти. А, ладно. Утки летят по реке. Моторка идет бах-бах-бах. Едет бах-бах-бах. Озера все закрыты насмерть. Болото уже высохло. Так что вся, если масса какая-то уток есть, они летят по реке. Ладно. Хотите по реке, таки бог с вами. Пойдем заряжать аккумулятор. Нет умывальник, это что, проблема, что ли? Фига не проблема. О, так. Ну что, мешаться не будет? Нет, наверное. Так, ну что, первое испытание. Надо руки помыть? Надо. Приоткроем. Ну, красота. Красота. Учитывая, что по ночам морозы, будь здоров. Лед такой вырастает. Лучше воду не оставлять. Здравствуйте. Повезло, сантиметров 20 вода поднималась еще. Да? Там бы вы это, ой-ой-ой. Вася, я специально искал, думаю, цепь, может, оставил где-то по дороге. Он без цепи, редиска бегает где хочет. Тут старую нашел свою, а с этого второй карабин соскакивает. Цепь возле реки осталась. Он же мы лед пробили до середины, он у меня вырвался и поплыл обратно. Сначала вперед, ломал вокруг и еще обратно убежал. Ну я так и понял. А что, мы уже так вот замочились, там воды вот так вот Да. А где ты там видел, цепь оставил? На берегу на самом, где у нас лодка стояла. Ах, блин, это что-то не догадался. Я все обошел, думал, ты на мне будешь ориентироваться, цепь оставишь. А я что-то, я хотел ее повесить, что-то потом то ли забыл, то ли не знаю. Ну, гуси интенсивно вчера и позавчера летели. Прямо через избу. Завтра метель, по прогнозу. Ну, вот там обещают, после метели вот сразу пойдут. Ну, я не знаю, классная весна, снега по пояс. Я уж думал, рыбой что ли заняться, уток нету. 1-2 плавают. Так вон в поселке 2 дня последний снег, по-моему, шел, не прекращался. Надо же свою мужественную морду показать.
Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. И куда вы пойдете гусей бить? Сейчас сразу. Слушай, между В прочим, метель. да, вчера я там на углу сидел над ручьем метро 80, наверное, 9 гусей летели. Тяжело летели. Тут что- Ну, получается, 3 дня, значит, летят. Потому что вчера тут прямо через избу это самое пролетали стайка такая, штук 40. Слушай, Вася, у вас сахар есть? Так, ну что, Вася, вы хитрый народ. Переждали пока морозы. Мороз, снегопад. Да. Пойдем в метель. И сейчас вы новый заход. Ну, удачи. Попытка намерцать, да? Да. Я никак. Так и знал. Остальные, смотри, там сидят. Ебать, сколько. Это что такое, Вася? Это да. Там их сотни, может около 1000. Ну, пойдем. В принципе, правильно сделали, что ездили домой. Потому что морозы до минус 8 были, снег кругом. Короче, хреновая погода. Но мы уже глубокие, можно сказать, пенсионеры, равновесием туда-сюда лазить лишний раз на лодку. Хреново. Лучше здесь. Да. Лучше спокойно здесь поспать. Да. Да мы еще поохотились, цельных 2 утки стрельнули, блин. Главное процесс. Лариса Батькина у меня, правда, не совсем поймет. Ну да ладно, что там, что женщин брать? Давай. Ну, что давай, у меня вон супер кряковая, хорошая утка, красивая, так что не пустые. Вышло солнце, греет, нагрело плюс 1,5, ну ничего же, плохая погода и мороз. Уток нету, все по реке шпарят, Вася сказал. Поэтому вода падает, из болота вот-вот уйдет. Из болота рыба, которая по большой воде зашла, будет уходить. Сейчас попробуем. Может, что-нибудь и попадется. Опа-на! А сколько мусора в лодке! Мама, не горюй. Так, подождите. Ну, сетки, конечно, грязь любят. Очень любят. Цепляются всеми фибрами своей души сеточной. На рыбаков это боком выходит. Поэтому убираем. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Ну что, вот сейчас можно. О, красота. Ну, солнце, не прятаться. Посвети хоть один день и одну ночь. Ух ты, вода падает. Заметно падает. Сопротивляются кусты. Так, туда. На мелочь запросто заходит. На болото, на мелководье. Когда вот, ну, ты че падаешь? О, упорство и трудство перетрут. Вышло из строя, что ж бывает. Гуляй, Федя. А ты давай, работай. Тебя никто не увольнял. Ну, хотя бы так. Давай. Тут за мелкой рыбой крупная щука заходит. Бывает. Правда, не каждый год они попадаются, но достаточно часто. Делаем испытание. Поехали. Ну, ловить рыбка большая и маленькая. Ну, в данном случае маленький не попадется. 50-ка есть 50-ка. Так, вода падает, солнце светит. Есть ли вероятность пойматься? Есть. Давай, ловись.
Японский городовой. Про палки забыл. Думаю, что такое мешает. Веткам не ломаться, приказание было. Ну, что есть, то есть. Конец надо зафиксировать. Попадет что-нибудь крупное. Вообще хер знает, куда унесет. Ну что, вторая. Попадет, хоть уху покушаем. У меня еще виноградное вино есть. Назвик на больших крупноячеистых сетках маленькие веревки делают. Друг друга заходят, потом мать их за ногу. Или что, экономика должна быть экономной? Какая экономика, мать их за ногу, когда говно одно получается? Это как брежневские коммунисты. Потерялись, все строят, стали обогащаться, обогатились, блин. Да, если там на каждом буду так застревать, ух ты, у меня терпения хватит. Бляха-муха, сволочи, говнюки. Утка крякает, ладно. Развалили страну, вдруг капиталистами стали, обогатились, мать их за ногу. Один продажный другого был. Все продавать продолжили. Да, зарежу сейчас с этой. Одна радость, и эта радость очень большая. Все-таки как-то русские сумели разобраться со своими кризисами. Не то что русские, которые тут вроде за границей, то ли русские, то ли не русские. Эти уж продажные до невозможности были. Так, ну что, туда, по мелкоте. Ну, давай. Жуткие сомнения, кто это делал, что какое-то отношение к рыбалке имел. Вообще к рыболовству. Купил диплом. А, какой там купил? И покупать не стал. Папаша устроил. Сколько такого говна у нас. И до сих пор рассталось. Ух ты. Как говно вспомнил, так сразу и разделились. Ну, как это Путин никого не расстреливал. И экономика дело получилось. Точно талант у человека. Ох, ну что, поехали к избушке. От этих берез глаза рябит. Где тут земля, где вода? Где тут воздух, а где вода? Сразу и не поймешь. Ну, давай, не сопротивляйся. Куда ехать, чтобы мимо избушки не промазать? А что думать? Поехали прямо. Прямо не криво. Куда-нибудь да выведет. Так. Перебор. Привет, утонувшая лодка. О! Тузик! Ты чё отцепился? А, так он с этого, с карабина отцепился. Чё? Ну, побегай тогда, пока мы здесь пообедаем.